Сегодня я хочу вам показать свадебный головной убор женский мордвы Мокши, который называется «Золотной с бисерным позатыльником». Вообще они чрезвычайно разнообразны, женские головные уборы, но этот один из наиболее эффектных, один из наиболее красивых. Золотным он называется вот из-за этой лобной части, которая покрыта золотным шитьем. Орнамент здесь спиральный. Мне кажется, что эти спирали произошли из древних мордовских височных спиральных подвесок. Спирали разнонаправленные. Вообще спираль – это очень древний вид орнамента, и у него очень много значений. Так как это свадебный головной убор, здесь спирали могут означать единение мужского и женского начала или же энергию предков. У мордвы очень сильный культ предков и энергию будущего, разнонаправленные спирали. Очень богато украшена задняя часть. Вообще чрезвычайно разнообразное украшение. Здесь и золотное шитье, ленты, пуговицы, галунные, значит, какие-то, вот посмотрите, здесь ленты, да. Здесь вышивка, вот, пожалуйста, здесь, где никто не видит, но все равно она здесь есть, магическое значение. Вот тут тоже есть вышивка, еще один, да. Здесь бисероплетение, здесь медные жетоны с изображением всадников, которые должны, не всадников, а воинов, которые должны были охранять женщину. Стеклярус и раковина каури, которые специально для таких вот украшений мордовских привозили с южных морей. Сложный головной убор, да, такой вот сложный. Эта сложность объясняется тем, что произошел он от того, что предшествовали таким головным уборам полотенца, которые мордовские женщины повязывали на голову. Их было 2, иногда 3 и даже 4. Одно на лоб, потом сверху еще одно, и еще одно могло поддерживать сзади это. И вот такие вот бисерные позатыльники, которые характерны для всех мордовских головных уборов, ну не обязательно бисерные, но просто длинные позатыльники, это как раз и было вот конец полотенца, который свисал мордовской женщине на спину.